Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сходит по вам с ума? Кто это человек? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. А вы тут ни одному человеку сердце разбили. Ни один человек, да, ни один. Вот в прошлом даже какие-то мужчины, как потерянные, сейчас бродят, пытаются найти женщину, подобную вам. Но найти такую, как вы, не могут, потому что вы одна единственная на весь белый свет. И таких, как вы, больше нет. Мучаются, мытарятся, мучаются. Вот два мужчины показаны. Мужчины, которые по глупости потеряли вас, либо не были достойны вас. А теперь только лишь могут о вас мечтать. Почему-то в зеркалах видят. Может быть, следят за вашей жизнью в соцсетях, а может, где-то из окон выглядывают, как вы идете, да, как вы живете. Два мужчины показаны. Но это ваше прошлое. В сегодняшнем дне здесь мужчину птицей показали. Может быть, он вам напоминает какую-то птицу, либо у него какая-то птичья фамилия, может, какой-нибудь там Голубев, Воробьев, Воронин. Ну, может быть, в принципе, да, птица — это как характеризует этого человека, да. Человек как птица свободы хочет, либо ищет лучшей жизни. Под крыльями этой птицы есть люди, и я-то понимаю, что это человек либо к семье своей очень привязан, там родительская семья, допустим, родители, не дети, а братья и сестры, либо это человек семейный, и он как птица должен защищать своих птенцов, кого пару свою защищать. Вот как будто бы крылья короткие. Хотел бы взлететь, но лететь не может. На коротких крыльях далеко не улетишь. Кто-то подрезал ему крылья, что он и сам себе подрезал. Мужчина либо не свободный, либо очень привязан к своей семье, а семья, например, там против вас настроена. Этот человек любит вас, любит и любит давно. Вы этому человеку как будто бы второе дыхание открыли. В момент, когда этот человек погрузился во тьму, вы как появились, как лучик света, луч надежды на то, что жизнь может быть и приятной, и радостной, и что в жизни любовь бывает. Это прекрасное чувство, которое действительно окрыляет. Возможно, да, благодаря вам он себя почувствовал с крыльями, что вот, а я ведь летать могу. Не только ползать в темноте, я ведь и летать могу. Когда вы, скорее всего, вместе, либо рядом, он ощущает это состояние полета. Но я вижу, что вы этого мужчину не воспринимаете либо всерьез, либо между вами какой-то конфликт произошел. Ну, возможно, да, если он женат, то вы вопрос ребром поставили, либо сказали, что вы не будете связываться с женатым мужчиной. Тем самым как бы не воспринимаете его, да, не позволяете быть рядом. А у кого-то отыграется, что вот семья, например, не принимает, может быть, разная вера, например, разная культура. И он ничего не может поделать с этим. Нет, он бы мог, конечно, разорвать связи с семьей, там, развод оформить, но он этого не делает, либо он этого не сделал, и теперь как бы ему плохо. Мужчина, который постоянно думает о вас, мужчина, который мечтает о вас, мужчина, которому хочется вашего тепла, вашей любви. Вы ведь для него еще тот источник, да, с вами, вот когда вместе, когда рядом, даже просто вот рядом находится, у него такой прилив сил, такой прилив энергии. Любовь ведет, да, любовь все дороги открывает. Но когда вас нет, либо когда он думает, что вот все, больше как бы это не повторится, вы никогда не позволите ему подойти к вам, никогда не ответите взаимностью, у него как будто бы, знаете, тахикардия открывается, сердце начинает болеть, там все тело ломит.
и он как будто бы чахнуть начинает. Вот вы ему нужны, как воздух нужны. Нужно хотя бы периодически вас видеть. У мужчины сейчас большая проблема в голове. Но здесь как будто бы сама смерть с косой стоит, да. Он понимает, что выхода нет, он в тупике. Что бы он ни выбрал, он все равно проиграет, да. Потому что если он выбирает идти на развод, либо разрыв с семьей, то это как бы ударит по его репутации, возможно, ударит по его кошельку, возможно, там он лишится своей хорошей репутации, как-то повлияет на его карьеру. Если он выбирает, допустим, быть без вас, а оставить все как есть, то жизнь, будущее для него прям очень туманное и очень плачевно. То есть он сам себя загнал вот такими мыслями в такой огромный тупик. Еще, возможно, у кого-то действительно отыграется, что если мужчина женат, то женат он не по любви, а женат он по принуждению, по магическому принуждению. То есть, возможно, на него там приворот сделали, знаете, охомутали по рукам, по ногам, привязали, намертво привязали. Такое тоже может быть. То есть не может найти выход, он не может принять решение. Не в том состоянии он находится, чтобы принимать здоровое, правильное решение. Земля уходит из-под ног, и крылья подрезаны. Его конь еле-еле, видите, ножки передвигает, вот-вот и упадет. Мне кажется, что мужчина болеет, либо, возможно, он в ближайшее время заболеет. Вот на нервной почве, да, это не болезнь там какая-то, которая пристала к нему, нарушение там иммунитета, здоровья. Это больше похоже на нервную систему, которая даст сбой, и, извините, тело рухнет. Да, вот сигнал этот уйдет, и тело рухнет. Его прям и жалко, но с другой стороны, он сам виноват, что он оказался в такой ситуации. Потому что если тебе в жизни дали любовь, так нужно же беречь эту любовь, нужно сделать все, чтобы не потерять эту любовь. А он то ли струсил, то ли он засомневался, то ли, вот знаете, как это, стяжательство материальное взяло верх над сердцем, над душой. Вот где-то он допустил ошибку, и ошибку роковую мне идет. Кстати, могу предположить, что вы принципиально не хотите с ним отношений, поскольку он вот так себя ведет, как мальчик. Не мужчина, а мальчик, да, вот, который слушается маму, папу, не может наперекор им пойти. Либо он живет с нелюбимой женщиной и ничего не хочет менять в своей жизни, либо боится поменять в своей жизни. Вы даже как-то в нем разочарованы. Либо не принимаете, потому что это принципиально вот такая ваша позиция, не иметь дела с женатыми. Чувства ваши я не вижу, потому что вы настолько сильно закрыли, вы настолько сильно себе запретили о нем думать, либо, в принципе, да, вы и не думали о нем, потому что он вас не очень интересовал, поэтому и никаких чувств здесь не показано. То есть и так можно прочитать. Сходит по вам с ума, у него такое состояние, хоть головой об стенку бейся, хоть как-то унять эту сердечную боль. Не хочет он видеть себя в зеркале, он видит вас. То есть он не видит, что причина в нем. Он думает, что причина в вас, что вы такая вот типа несговорчивая, принципиальная, что вы там не хотите войти в его положение, что вы не жена, например, на него там навела приворот, а это вы его приворожили. Да? Вот даже такие мысли у него есть. Еще мне не нравятся те люди, которые его окружают. То есть они ему не друзья, не родственники, они какие-то злые твари. Извините, но я не могу сказать по-другому, потому что они этого мужчину как дойную корову, значит, да, пользуют. Не относятся как к человеку, нет там любви, нет уважения. Здесь вот дойная корова. Вот хотим доить, хотим молока, хотим масла, сливок хотим. А ты живи как знаешь, да. Плохо тебе, хорошо, неважно. Они как будто бы вот окружение, да, внушают ему какие-то мысли, что ты не имеешь права, что ты должен отказаться от своей любви, что там женщина, она тобой играет, ей там деньги твои нужны. Знаете, гадости говорят, неправду говорят. Они понимают, что они неправду говорят, но им так выгодно. Выгодно и все. Как заговор даже против этого мужчины и против вас. Знаете, девочки, я так скажу, непростая ситуация, но ключ к этой ситуации есть. И этот ключ, он у мужчины где-то уже по правую сторону стоит. То есть он до этого ключа дойдет. Переживя этот стресс, переживя этот ад, он найдет свой ключ. И решение таки он свое примет.
Какое будет решение, я не могу сказать. Но вот здесь показано, что вот видите, птица летит на длинных крыльях. Здесь птица с короткими крыльями, а здесь птица на длинных крыльях летит. Ну, даст Бог, как поможет ему Боженька, да, примет правильное решение, и все у него в жизни, и у вас будет хорошо. Если вот вы с этим мужчиной в паре будете, то вы ни дня не пожалеете, что вы с ним стали в паре. Еще я вижу, что этот мужчина, он действительно и хочет, и умеет любить. Он не только мужем, любовником будет, он еще и защитником будет. Такой, знаете, может жертвовать собой, ну, либо будет жертвовать собой. Вот ему главное, чтобы вы были довольны. Так что с ним будет неважно. Главное, чтобы вы были довольны. Но пока, вот видите, он в каком-то аду варится. И из этого ада пока нет выхода, потому что ключи не нашел. Ну, а не нашел, потому что вот такие люди его окружают, сволочи сплошные его окружают, которые не желают ему добра, а наоборот, желают им пользоваться. Вы молодец, что заняли принципиальную позицию, да, потому что быть тайной женщиной — это прям вообще не про вас и не для вас. Вы императрица, вы не должны себя скрывать, вы не должны любить украдкой, вы должны быть счастливой, наслаждаться жизнью, свободно, да, вот как с мужчиной выходить, заходить, там, время проводить. То есть не должно быть такое, что вы там на вторых позициях. Это вообще не ваша судьба. И если вдруг вы такое в своей жизни допустите, то жизнь ваша очень сильно может испортиться. Вы даже как сами к себе уважение можете потерять. Поэтому нет. То, что вы на тайные отношения не пошли, либо вы их разорвали, вы молодец. А мужчина, да, если он любит, он вам докажет свою любовь. Он будет действовать, он будет принимать меры, он будет освобождаться от этих оков и лететь в вашу сторону. Даже если вот нету между вами чувств, ну, у вас нет к нему чувств, но когда вы увидите, на какие шаги он пойдет ради вас, то есть он, ну, действиями, не словом, но делом докажет свою любовь, возможно, вы взаимностью ответите и не пожалеете. Но из этого мужчина хороший муж получится, и уже получился, еще может получиться. Он заботливый, он ласковый, он сильный, как мужик, который силу свою пускает на защиту, на добычу, на охоту, на то, чтобы зарабатывать для своей семьи. А в семье, вот именно в доме, в семье, он очень такой теплый, добрый, покладистый, очень исполнительный. Его не нужно там 100 раз просить, он и сам видит, да, что нужно сделать, что нужно там поремонтировать, починить. Хороший мужчина. Вот, знаете, с одной стороны жалко, а с другой стороны он сам себе этот ад устроил, окружил себя, ну, лицемерами, попался в эту западню, и все им пользуются, а он, как бы, знаете, неприкаянный, очень несчастный. Ну, надо глазки открывать, нужно действовать, и не нужно надеяться, что кто-то подаст, да, нужно самому себе путь прокладывать. Видите, доброта, она ведь не всегда в плюс, она и в минус бывает. Да? Он добрый человек, он не скандальный человек, поэтому все им и пользуются, все из него корову дойную делают. А был бы он чуть пожестче, да, возможно, такого бы никогда и не случилось. Да, сходит по вам с ума, очень его страшит, что вы там, ну, с кем-то другим сойдете, что вы себе подберете другую пару, а он так и будет прозябать. Это его очень страшит и с ума сводит. А еще он сходит с ума, знаете, по какой вещи? Жизнь проходит, да, жизнь проходит, а он несчастный. У него нет ни тепла, ни добра, ни любви. Вот как, знаете, сирота, как лишён он этого всего, это тоже с ума сводит. Вот она, моя любимая женщина, протяни руку, дотронься до нее, но не имеет права, либо вы не подпускаете, не позволяете ему это сделать. Такая грустная, конечно, картинка, но все в его руках, ключ он вот с правой стороны. С вашей, кстати, стороны его ключ. Ну, что вы можете сделать, если у вас есть чувство к этому человеку? Наверное, помолиться, что Боженька вдохновил, что Боженька дал разума, что Боженька дал сил, да, на то, чтобы со всем справиться, решиться и изменить и вашу, и свою жизнь. Если отношений как бы и нет, да, вы, может быть, и не рассматриваете этого мужчину, то есть, ну, понимаете, кто к вам неровно дышит, да, какой женатик неровно дышит, но не рассматривайте всерьез. Просто живите свою жизнь, живите, как жили. Мужчина все сделает сам. Да, если достанет сил, если до ключа дотянется, он все сделает сам. Вообще у вас очень хорошая совместимость, судя по этой отсыпке.
И вместе вы очень многого можете добиться, и друг друга жизнь можете к лучшему изменить. Как счастливый союз может образоваться. Но опять же, да, вы не будете идти на тайные отношения. Ну, ему придется как бы решать этот вопрос, тут никуда не деться. Ну, либо разрывать отношения с семьей. Вот, кстати, если семья, то семья очень алчная, такая алчная. Там на его шее сидят все, и мама, и папа, и братья, и сестры, и племянники, и племянницы. Вот все с него тянут. И спасибо даже не говорят. Только говорят, что вот давай еще, еще давай. Такие прям неблагодарные, очень неблагодарные. Но такое не бывает в семье. Не должно быть такого в семье. Да? А если такое происходит, то это уже вовсе и не семья. Ну что, мои хорошие, впереди у вас, я вижу, какое-то интересное дело. Вам вот-вот кто-то будет предлагать то ли работу интересную, то ли какое-то интересное хобби, увлечение. Вы там точно утешитесь, немножечко отвлечетесь, если вот в печали находитесь из-за мужчины, из-за разрыва с мужчиной. Ну, а если нету никакой печали, то просто вот прям душу отведете, дело по судьбе, по жизни найдете, дело, которое будете любить. Но мужчина, видите, все-таки крылья себе отрастит. Мне идет, что вот он летит к вам, летит, несмотря ни на что летит. Здесь короткими крыльями, а здесь уже летит. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.